Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов рассказал о новой модели предоставления медицинской помощи гражданам Казахстана, оралманам, лицам без гражданства и иностранцам. В презентованном в Мажилисе законопроекте по вопросам здравоохранения вносятся поправки в 11 законодательных актов, в том числе в Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения. Внедрение новой модели гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и пакета обязательного медицинского страхования, по словам министра, соответствует принципам Всемирной организации здравоохранения по всеобщему охвату населения медицинскими услугами. В рамках пакета бесплатной медицинской помощи амбулаторно-поликлиническое обслуживание, стационарную и экстренную медицинскую помощь будут оказывать всем гражданам, в том числе оралманам, иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в Казахстане. Министр уточнил, что дефицит финансового обеспечения составляет 360 миллиардов тенге. Одной из острых проблем нехватки средств является малый охват населения скрининговыми исследованиями, финансируемыми из местного бюджета. Лишь 30–40% населения проходили скрининг. Также нехватка сказалась на получении лучевой терапии при лечении онкологических заболеваний. Сейчас лишь 15% нуждающихся проходят дорогостоящее лечение. Для доведения этого показателя до 60% необходимо дополнительное выделение 12 миллиардов тенге ежегодно. При этом, по словам Биртанова, средства, выделяемые из госбюджета Казахстана на систему здравоохранения, составляют 11% из общего числа всех расходов страны. Все, что не войдет в пакет, каждый казахстанец сможет получать самостоятельно за счет добровольного страхования. Поправками в закон предлагают внести перечень 30 самых распространенных заболеваний, чей уровень летальности доходит до 80%. В этот перечень войдут все психические, наркологические нарушения, туберкулез, онкологические заболевания, а также болезнь синдрома приобретенного иммунодефицита. Также в перечне будут сахарный диабет и артериальная гипертензия. Кроме этого, законопроект направлен на совершенствование института донорства и оказания медицинской помощи больным туберкулезом.